Знакамітый сюжет у незнаёмай інтэрпрэтацыі. У юных акцёраў сёння прэм'ера. Прэзентуюць казку рэпка на кітайскай мове. Гэты прадмет у 28-й школе Брэста выкладаюць уже некалькі гадоў. Мы изучаем здесь и язык, и культуру, традиции Китая. Деток у нас изучается много, начиная от первоклассников, заканчивая 8 классом. Деткам очень интересно сейчас, потому что это абсолютно другой язык. На занятках хлопчыкі і дзяўчынкі не толькі спацягаюць гучанне і напісанне іерогліфаў, але і вывучаюць каліграфію, культуру Китая и ближе знакомиться с этой усходней краиной. Мне китайский нравится. Там очень легко его выучить на моей памяти. Мы изучаем уже 2-й год китайский, и нам нравится, как все там произносится и говорится, потому что можно узнать многое и поехать в Китай. Мне нравится в китайском языке, какие там иероглифы. Мне очень нравится учить эти иероглифы. Гао Джэнь и Ху Джао-дзюнь приехали в Беларусь паўгады таму на педагагічную стажировку. Гавораць, назирать за поспехами своих выхованцев особливо приемно. Дети доля разные с нашими китайскими детьми, характер разный, и работа очень интересная. Супрацоўніцтва 28-й школы з класам Канфуцыя Беларускага універсітэта фізічнай культуры пачалося 2 гады таму. І за гэты час, азначаюць удзельнікі культурна-адукацыйнага проекта, відаць значны прагрэс. Я очень рада, что вижу, ребята, они очень хорошо и четко по-китайски уже в пути, уже они показывают четко. Я понимаю, что они говорят. Они за 2 года получили такой уровень. Зараз кітайскі вывучаюць у 4 школах Брэста. Але, як упэўнены прадстаўнікі класа Канфуцыя, двухбаковае ўзаемадзеянне будзе пашырацца. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания Брэст.